Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с новостей валютного рынка. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 63 рубля 55 копеек, евро 70 рублей 41 копейка. Американскую валюту по данным сайта банки.ру выгоднее всего в Якутске продает Восточный банк за 63 рубля 58 копеек. Лучший курс в продажу установлен все в том же банке за 64 рубля 5 копеек. Евро выгоднее всего покупает Восточный банк за 70 рублей и 28 копеек, а продает Россельхозбанк за 70 рублей 75 копеек. Сотрудничество в сфере гражданской авиации накануне в Дубае обсудили министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов Даби Мухаммед ибн Заид Аль-Нахаян. Мантуров показал Аль-Нахаяну новый транспортно-пассажирский вертолет МиГ-38 производства компании «Вертолеты России». Он впервые представлен за рубежом. На авиасалоне в Дубае МиГ-38 примет участие не только в статической экспозиции, но и в летной программе. Также на стенде российская компания разместила макет легкого однодвигательного вертолета VRT-500. Его опытный образец обещает представить во второй половине 2020 года. Вертолет может выпускаться в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, ВИП и медико-эвакуационной модификации. Также на встрече глава Минпромторга и наследный принц обсудили готовящееся соглашение о сертификации воздушных судов. Кабинет министров страны одобрил законопроект о развитии малого и среднего предпринимательства. Документ предусматривает закрепление понятия национальной гарантийной системы. Речь идет о единых стандартах для обеспечения кредитно-гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Помимо этого, законопроектом регулируется деятельность общества корпорация МСП по оценке финансовой устойчивости, а также эффективности деятельности региональных гарантийных организаций по оказанию финансовой поддержки бизнесу. Проект закона будет внесен в Госдуму в установленном порядке. Более 13 тысяч многодетных семей по стране подали заявки на частичное погашение долга по ипотеке в связи с рождением еще одного ребенка. Об этом сообщает РБК. Как воспользоваться этим механизмом, расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дмитрий, я тебя приветствую, тебе передаю слово. Добрый день, Анастасия. Сегодня многодетные семьи могут частично досрочно погасить ипотеку в размере 450 тысяч рублей. Данная денежная выплата предусмотрена государством для многодетных семей. Как отметили в Министерстве труда региона, эти 450 тысяч рублей выдаются многодетным семьям, у которых после 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок. Многодетные семьи, в которых с 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующие дети в рамках программы государственной поддержки, могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Схема списания для многодетных работает следующим образом. Клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит. Кредитная организация их проверяет и передает оператору программы Дом РФ, который делает финальную проверку заявок. Эти средства идут из государственного бюджета. Клиент, имеющий ипотечный кредит, может его получить, собрав комплект документов по перечню. В этот перечень входит согласие на обработку персональных данных, заявление на получение данной выплаты, копия паспорта и свидетельство о рождении детей, заверенное нотариально. Средний срок даты обращения заемщика с полным пакетом документов к кредитору до получения денег составляет около месяца, но может быть продлен в случае, если нужно собрать дополнительные документы. Случаев отказа практически нет. В случае нехватки каких-то комплектов документов может быть только доработка. Одна из причин отказа – субсидии, отсутствие соответствующим образом оформленных родительских прав при усыновлении или удочерении ребенка. Также чаще всего заявки отклоняются из-за несоответствия целям кредита, указанным в постановлении правительства. Например, если цель кредита – ремонт жилья. В случае, если отказ в перечислении суммы государственной помощи не будет основан на изложенных положениях, необходимо рассматривать вариант его обжалования в судебном порядке. Среди других демографических мер поддержки можно отметить ипотечную программу рефинансирования «Семейная ипотека», ставка кредита 4,9%.
Этим банковским продуктом могут воспользоваться семьи, у которых родился ребенок с 1 января 2018 года. Семейной ипотекой могут воспользоваться люди, которые приобрели квартиру у юридического лица под большую ставку, и у них появился ребенок с 1 января 2018 года, либо появится до 31 декабря 2022 года, могут понизить себе процентную ставку по данной программе. Также с 2007 года в России действует программа «Мат-капитала». Выплачивается всем семьям при рождении второго ребенка. Она продлена как минимум до 2021 года. Размер мат-капитала в 2019 году составляет 453 тысячи рублей. Эти деньги можно использовать в том числе и на ипотеку. Сегодня на территории нашего региона реализуются следующие мероприятия, направленные на увеличение рождаемости. При рождении, усыновлении второго ребенка с 1 января 2019 года установлен региональный материнский капитал в размере 30% от федерального, или на 2019 год он составляет 135 907 рублей. При рождении, усыновлении третьего ребенка или последующих детей с 2011 года установлен республиканский материнский капитал «Семья», который составляет 139 716 рублей. Отметим, на сегодня почти 3 миллиона семей с детьми благодаря материнскому капиталу улучшили свои жилищные условия по стране. И, как отмечают эксперты, это самое популярное направление расходования средств. С 1 августа также действуют ипотечные каникулы, которым могут воспользоваться и многодетные семьи. Заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут взять отсрочку платежа на срок до полугода. Причем ипотечные каникулы пользуются схожей популярностью, что и компенсация 450 тысяч рублей. По данным Центробанка, в августе-сентябре заявки на освобождение от платежей подали около 10 тысяч заемщиков. Банки к концу сентября рассмотрели 5,5 тысяч заявок, но одобрили только более 3 тысяч. Писали в «Ведомости». Дом РФ на сегодня одобрил более 3 тысяч заявок от многодетных семей на частичное погашение ипотечных кредитов в сумме до 450 тысяч рублей. Анастасия, на этом у меня все. Дмитрий, большое спасибо. Мы продолжаем наш выпуск. Новый минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов будет действовать в Якутии с 1 января следующего года. Соответствующий приказ Министерства ЖКХ и энергетики региона опубликован на официальном сайте ведомства. Тарифы дифференцированы в зависимости от типа многоквартирного дома и наличия или отсутствия лифта. Так, к примеру, для жителей деревянных многоквартирных домов взнос составит 5 рублей 61 копейку на 1 квадратный метр в месяц. В каменных домах без лифтов по новым правилам придется заплатить 7 рублей 91 копейку, а с лифтом 10,5 рублей. Ежегодная индексация проводится в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России. Спрос россиян на чечевицу за год вырос почти на 28%. Подробнее расскажет моя коллега Нюргуяна Иванова в рубрике «Новости экономики». Нюргуяна, я тебя приветствую. А с чем связана такая тенденция? Анастасия, эксперты связывают это с ростом цен на гречку. И, кроме того, предпочтение чечевицы также может быть отдано как универсальной крупе, которую можно использовать для приготовления практически всех блюд. Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Российские специалисты начали возводить на Экспо-2020 в Дубае павильон страны, который станет одним из крупнейших на этой всемирной выставке. Российский павильон будет построен из самых современных материалов. Его сферическую конструкцию предполагается освещать в том числе в цвета флага Российской Федерации. Отмечается, что в будущем Россия перенесет туда свое торговое представительство. Экспо-2020 пройдет в Дубае с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года и, как ожидается, станет одной из самых посещаемых выставок в истории. Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост валового внутреннего продукта стран G20 на уровне 2,6% в 2019 и 2020 годах и ускорение темпов роста до 2,8% в 2021 году. Кроме того, Moody's подтвердила прогноз роста ВВП России на 1,2% в 2019 году и на 1,5% в 2020 году. В 2021 году экономика Российской Федерации ускорится до 1,7%.
Названы российские регионы с благоприятным рынком труда для пенсионеров. Так, первые места в рейтинге, как и год назад, занимают с большим отрывом Москва и Санкт-Петербург. Эксперты считают, что возможности для работы пенсионеров там находятся на очень хорошем уровне в сравнении с другими регионами. Ближайшие к федеральным городам области также показали отличный результат. Так, например, третье место по индексу занимает Ленинградская область, а Московская область стала 4-й. В первую десятку также входят Белгородская область, Калужская область, Татарстан, Воронежская область и Севастополь. На другом конце рейтинга расположились в основном национальные республики, что говорит о невысокой привлекательности рынка труда для пенсионеров в них. Последние 4 строчки заняли Тува, Чеченская республика, Республика Алтай и Карелия. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта оказывает содействие в активизации взаимодействия дальневосточных регионов с индийскими партнерами. В конце ноября планируется визит в Индию делегации агентства и представителей дальневосточных регионов. Сотрудничество с индийскими партнерами ведется в рамках заключенных в августе меморандумов между дальневосточными субъектами и индийскими штатами. Напомним, что Бурятия и штат Махараштра запланировали взаимодействие в области машиностроения и туризма. Забайкальский край и штат Уттар-Прадеш договорились о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Сахалинская область и штат Харьяна наметили перспективы взаимодействия в области нефтегазовой промышленности. Что касается Якутии, республика намерена обсуждать реализацию проектов в области алмазной промышленности со штатом Гуджарат. Компания «Алроса» на аукционе в Нью-Йорке реализовала 93 алмаза ювелирного качества в 1560 карат. Выручка по итогам аукциона по продаже алмазов специальных размеров составила $11 миллионов, что стало лучшим результатом последних месяцев. В аукционе участвовали 95 компаний из США, Бельгии, Индии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, России и Гонконга. Всего в этом году «Алроса» провела 4 аукциона в США. Суммарная выручка на них превысила $38 миллионов. ВЭБ и ВТБ выдали первый транш в 19 миллиардов 200 миллионов рублей на строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае. В дальнейшем средства будут направляться в соответствии с утвержденным графиком строительства. В рамках синдицированного кредита ВЭБ профинансирует более трети стоимости первой очереди проекта. Первая очередь угольного терминала в бухте Мучке порта Ванино планируется запустить в первом квартале 2020 года, вторую в 2023 году. Напомним, что Ванино Трансуголь входит в группу компаний «Колмар». На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Анастасия, тебе слово. Нургуяна, большое спасибо. Я напомню, о экономических новостях нам рассказала Нургуяна Иванова. Поддержка приемных семей, советы экспертов по адаптации новых детей в семье. В Якутске проходит 5-й республиканский слет приемных родителей «Будем вместе». Сейчас там работает наша съемочная группа. Саргалана Захарова выходит на прямую связь со студией. Саргалана, я тебя приветствую. Сколько семей приехали на слет и о чем будет идти речь на мероприятии? Здравствуй, Настя. Ну, сейчас идет перерыв между обсуждениями. А вообще в этом году на 5-м республиканском слете принимают участие 32 семьи. Это представители самых разных районов нашей необъятной республики. И в основном это семьи, те родители, которые, несмотря на то, что уже имеют своих 3 и более детей, не побоялись взять в свои семьи новых членов, 5-6 приемных детей из детских домов. Сегодня обсуждают самые разные актуальные вопросы, и один из таких наболевших и наиболее острых вопросов, которые обсуждают вместе с органами власти, с органами опеки, это продление сопровождения приемных семей до 23 лет. Ведь вот такая вот поддержка была бы очень необходима, так как на сегодняшний день поддерживают их только до 18 лет. И здесь вопрос стоит не сколько о финансовой поддержке, а сколько о поддержке экспертов, специалистов, продолжение поддержки приемных детей, которые 18 лет оканчивают школу, а дальше идут, поступают в университеты. И бывает так, что порой не могут найти себе место в этой жизни. И давайте послушаем, что говорит по этому поводу организатор этого слета, представитель Международного детского фонда «Дети Саха-Азия».
Мы хотели сказать, что сопровождение детей до 23 лет, тех детей, которые находятся в детских учреждениях, оно до 23 лет, а приемные дети, они такого же статуса, берутся из таких же учреждений, но сопровождаются родителями до 18 лет. Но понятно, что эти дети не могут выйти в свободную взрослую жизнь в 18 лет и оказаться на улице. И у них сложности с обучением, с работой, множество психологических и таких поведенческих проблем существует. Поэтому такая проблема очень актуальна. Да, продолжение уже буквально через 10 минут, обсуждение продолжится буквально через 10 минут. Дальше будут говорить о том, как устроить детей в центре развития, центре оздоровления, реабилитации. Также сегодня вечером, во второй половине дня, будут объявлены итоги конкурса «Лучшая приемная семья Якутии». У меня пока на этом все. Настя, тебе слово. Сарглана, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Сарглана Захарова. Протестующие перекрыли дороги в Тегеране и других городах Ирана. Поводом к массовому возмущению стало решение правительства ограничить продажу бензина и поднять цены на топливо, рассказывает Сергей Берец. Внезапное решение властей Ирана поднять цены на бензин и ограничить его продажу вызвало волну возмущения по всей стране. Автомобилисты заблокировали улицы в Тегеране и других городах. Один участник протестов был убит в Серджане, еще один умер в Бехбехане. В пятницу правительство президента Хасана Рухани объявило о повышении цены литра бензина с 10 до 15 тысяч реалов. В пересчете с 19 рублей до 28,5. Месячная норма на один частный автомобиль – 60 литров. Все, что сверх этого, обойдется в 30 тысяч реалов за литр или по курсу более 57 рублей. Незадолго до этого резко подорожали продукты питания, а стоимость национальной валюты упала. Власти заявили, что за счет доходов казны от повышения розничных цен на горючее будут выплачиваться субсидии 18 миллионам нуждающихся семей. Несмотря на большие запасы нефти, Иран испытывает дефицит моторного топлива на внутреннем рынке. Это вызвано недостатком перерабатывающих мощностей, а действующие НПЗ нуждаются в обслуживании и запчастях. Но поставки затруднены из-за международных, прежде всего американских санкций, введенных в связи с ядерной программой Тегерана. Сторонники грузинской оппозиции провели в Тбилиси шествие и митинг с требованиями отставки правительства и проведения новых парламентских выборов. В четверг законодатели не приняли поправки к Конституции, предусматривающие введение пропорциональной избирательной системы. Подробности в следующем материале. Оппозиционные партии Грузии организовали в воскресенье демонстрацию и митинг в центре Тбилиси. Шествие к зданию парламента собрало сторонников Единого национального движения, Европейской Грузии, общественного движения «Лело» и ряда других политических сил. Требования манифестантов очень просты, заявил вице-спикер парламента и один из лидеров Европейской Грузии Сергей Капанадзе. Переход к пропорциональным выборам и немедленные выборы, потому что правительство утратило легитимность и право управлять дальше. Вот и все. В четверг законодатели не сумели принять конституционные поправки, которые позволили бы перейти от смешанной избирательной системы к пропорциональной. Ее предполагалось ввести в 2024 году. Оппозиция выступает за переход на новую систему уже на выборах в октябре 2020-го, поскольку считает, что смешанный порядок играет на руку правящей партии «Грузинская мечта» во главе с олигархом и экс-премьером Бедзиной Иванишвили. Хатия Диканаидзе из Единого национального движения полагает, что именно он пытается провалить избирательную реформу. По ее словам, объединенная оппозиция и представители гражданского общества собрались на митинг с целью показать, что пути назад нет, а Грузия не место для пророссийских олигархов, таких как Иванишвили. Требования те же – отставка правительства и пропорциональные выборы.
Сам же лидер грузинской мечты утверждал после голосования в четверг, что поддерживает избирательную реформу, а в срыве проекта виновата оппозиция. Столице Кубы исполнилось 500 лет, по этому случаю в Гаване состоялись народные гуляния. Накануне юбилея ночное небо над городом озарил красочный фейерверк. Едва ли не вся Гавана вечером в пятницу высыпала на набережную Малекон, чтобы полюбоваться огненным представлением. Фейерверк – один из пунктов программы праздничных торжеств по случаю юбилея столицы Кубы. 16 ноября ей исполнилось 500 лет. Это 6-й город с таким названием, основанный на острове испанскими конкистадорами в начале 16 века. Нынешний заложил исследователь и завоеватель Панфило де Нарваес в 1519 году. Элизабет Родригес желает, чтобы Гавана простояла еще как минимум 1000 лет. Феликс Карденас гордится столицей, которая очень стильно отмечает свой юбилей. Так красиво и здорово, что даже мурашки по коже восторгаются зрелищем Янаика Альмагер. По случаю 500-летия города Святого Христофора, эта часть полного названия Гаваны, по видеосвязи ко всем кубинцам обратился с поздравлениями и пожеланиями счастья Папа Римский Франциск. Ранее страну посетила испанская королевская чета. Официальные мероприятия проходят параллельно с народными гуляниями, и настроение кубинцам не портит даже обострение отношений с Соединенными Штатами. Это были мировые новости на Якутии 24. Площадь Сан-Марко обезлюдила. Сердце Венеции, которому стекались тысячи туристов, покрыто почти мертвым слоем воды. Немногочисленные посетители передвигаются по специальным платформам. Полицейские, патрулирующие площадь, стоят по колено в воде. Венеция столкнулась со вторым наводнением за всю историю. Уровень воды достиг 187 сантиметров, что на 7 сантиметров ниже исторического максимума. В 1996 году вода поднялась на 196 сантиметров. Проливные дожди и ураганный ветер, обрушившиеся на Венецию и соседние острова, привели к зимнему наводнению, получившему название «Высокая вода». Затоплен весь исторический центр, закрыты школы, а горожан просят не покидать дома, так как на набережные выбрасывает трамваи и лодки. Экономический ущерб еще предстоит оценить. Ну а мы вновь возвращаемся к нашему региону. Жительница Алдана Нина Комарова наступающих морозов больше не опасается. Зимняя одежда у нее есть. Вещи, хотя и не новые, но добротные. Их пенсионерке подарили волонтеры. Добро Нины Федоровны уничтожил пожар. Сейчас в гостях у женщины находится наша съемочная группа, и на прямой связи со студией моя коллега Татьяна Вахнина. Татьяна, здравствуй. В каких условиях проживает Нина Федоровна? Анастасия, приветствую. В однушку пятиэтажной новостройки Нина Комарова переехала несколько месяцев назад. Новоселью предшествовали события совсем нерадостные. Старая двухэтажка, в которой Нина Федоровна прожила более 40 лет, сгорела. Пожар случился апрельской ночью. Жильцы едва успели выскочить из квартир. Нина Федоровна попала в больницу с ожогами ног. Деньги, вещи, документы – все осталось в прежней квартире. Многое из того, что мы можем видеть в комнате сейчас, женщина получила в качестве гуманитарной помощи. Нина Федоровна, благотворительность для вас оказалась весомой? Даже очень. Первое время беда и выручка. Некому было. Никого нет, не знаю, знакомые есть. Но Катя как-то в первую очередь сама позвонила, сама пришла, кое-что принесла сразу, потому что она еще не знала ни комплекцию мою, ничего. Но первой необходимости в комнате. Поддержала. Угу. Прям молодец. И потом связь все время со мной держала. Екатерина Иванова – волонтер общественной организации «Дари добро». Нину Федоровну Катя навещает часто. В последние дни женщине не здоровится, и сегодня Катя вновь пришла, чтобы проведать ее. Екатерина, после трагедии Нина Федоровна восстанавливалась тяжело или переносила максимально стойко? Ну, конечно, она переживала и физически, и морально, все это было у нее. Но она очень стойкий человек, добрый, веселая. Ко всему она отнеслась очень располагающе, получается, и мы нашли общий язык. С изрядной долей оптимизма. Да.
На ваш взгляд, какую помощь еще можно было бы оказать Нине Федоровне? Ну, в первую очередь, ей нужно шкаф для расположения вот вещей, потому что это все неудобно, доставать из баулов из этих. И еще нужна стиральная машинка обязательно, потому что человек пенсионер, руки больные. Вот это вот необходимо. По словам Нины Федоровны, Катя приняла ее беду близко к сердцу, а к ней отнеслась как дочь. Она регулярно звонит, справляется о здоровье и, конечно, помнит о том, что еще нужно. С подобным вниманием Катя относится и к другим своим подопечным, а в списках нуждающихся в помощи волонтеров общественной организации «Дари добро» несколько десятков человек. Анастасия. Татьяна, ну отрадно, что женщина не осталась наедине со своей проблемой. Будем надеяться, что все разрешится успешно. А я напомню, что на прямой связи со студией была моя коллега Татьяна Вахнина. Мы продолжаем наш выпуск. На днях в отдел МВД России по Ленскому району обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что после визита гостей лишился 55 тысяч рублей. Деньги украли с его банковской карты. Подробности у моего коллеги Юрия Осипова. Юрий, я тебя приветствую. Вот так кто же украл деньги? Да, Анастасия, здравствуй. Когда хозяин дома уснул, его знакомый украл карту. Пин-код он прекрасно знал, так как перед самым застольем сам хозяин дома попросил его купить продукты в магазине. Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. На руководителя страховой компании возбудили уголовное дело за мошенничество. Мошеннические действия выявили сотрудники отдела экономической безопасности. Женщина, используя свое служебное положение, украла свыше 100 тысяч рублей. Выявление оперативников послужило основанием для возбуждения уголовного дела. В ходе расследования этого дела выяснилось, что подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи. Обстоятельства и детали данного преступления на данный момент выясняются. После вмешательства прокуратуры Амгинского района родителям вернули деньги, собранные на нужды лагеря. Прокуратура провела проверку по факту сбора денег у детей, посетивших летний стационарный спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» в 2019 году. Установлено, что у детей, посетивших в июле-августе этого года летний лагерь, для нужд лагеря собрали по 1000 рублей с каждого. Всего вышло 44 тысячи. Начальник лагеря сдал эти деньги в бухгалтерию Амгинской ДЮСШ. Впоследствии они были внесены на счет образовательного учреждения. В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла в адрес главы Амгинского УЛУСа представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования деньги были возвращены родителям в полном объеме. Руководитель Амгинской ДЮСШ привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. В Новом Уренгое сотрудники патрульно-постовой службы вывели из горящего дома более 70 жильцов. Сообщение о возгорании в подъезде одного из зданий поступило в дежурную часть около 5 часов утра. На место происшествия незамедлительно выехал полицейский наряд. В то время как пожарный расчет ликвидировал возгорание, полицейские организовали эвакуацию жильцов. Видимость из-за дыма была нулевая. Сотрудники полиции открыли эвакуационные выходы, поднялись на 9-й этаж и начали будить людей. В первую очередь они выводили женщин с детьми. Задымление было настолько сильным, что мы, напарники и я, друг друга за 2 метра не видели, только слышали. Стучались в двери квартир, граждан будили, чтобы не произошла трагедия и люди не отравились угарным газом. Граждан, у которых имелись грудные и маленькие дети, сопровождали до эвакуационного выхода и продолжали дальше стучаться и будить граждан. Военный беспилотник «Орион» потерпел крушение среди жилых домов под Рязанью. Экспериментальный образец упал во время испытательного полета. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной крушения мог стать отказ техники. По информации главы Рязанского района Натальи Жуняевой, военный комплекс рухнул приблизительно в 70 метрах от многоквартирного жилого дома. Пострадавших нет. Авиационный комплекс «Орион» представляет собой средневысотные беспилотники с продолжительностью полета до 24 часов. Его максимальная скорость около 200 км в час. Следственный комитет продолжает расследование преступлений, связанных со строительством космодрома «Восточный». Следователи направили в суд уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11,5 лет лишения свободы. В настоящее время Следственным комитетом продолжается расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме «Восточный», в том числе уголовное дело в отношении экс-директора Главного военно-строительного управления номер 6
Юрия Волкодава. Среди осужденных бывший начальник Дальспецстроя Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший заместитель начальника Главного управления специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа Михаил Гельман, бывший глава спецстройтехнологии Александр Никитин. Уже на стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1,5 миллиарда рублей. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Настя, на этот час у меня все новости. Увидимся в следующих выпусках. Юрий, большое спасибо. Я напомню о происшествиях, которые произошли в республике, и за ее пределами нам рассказал Юрий Осипов. Выдающийся и известный на весь мир баянист, основатель именной школы Фридрих Липс, побывал в Якутске. Он приезжал в республику в рамках национального проекта «Культура». Кто удостоился чести встретиться со всемирно известным музыкантом, узнавала Сусанна Рожина. Студентам и преподавателям музыкального колледжа имени Жиркова выпала честь получить мастер-класс от самого Фридриха Липса, всемирно известного баяниста, автора нескольких пособий по игре на баяне. Мелодия, она должна развиваться вперед, чтобы какое-то движение было. Ну-ка еще разочек. Фридрих мне сделал много замечаний, и я постараюсь уже послушаться этих замечаний и постараться уже лучше сделать свои произведения. Маэстро в рамках реализации национального проекта «Культура» ездит по всей стране и преподает мастер-классы для всех желающих. Осуществляем идею этого проекта, то есть мы знакомим местных музыкантов с новейшими достижениями в области нашего конкретного искусства, даем открытые уроки. В частности, здесь мы слушаем немало новой современной музыки, которая написана для баяна. Ну вот это все в рамках этого проекта. Вместе с ним в Якутск прибыл и его ученик, ассистент, который также преподал мастер-класс и организовал соло-концерт для студентов музыкального училища. Сегодня исполнял несколько пьес из сборника «Альбом для детей и юношества», редактор-составитель Фридрих Липс. Этот сборник, на наш взгляд, является одним из тех сборников, которые должны быть у каждого преподавателя музыкальной школы, с тем, чтобы ребята, юные исполнители могли знакомиться с сочинениями современных композиторов, которые сейчас уже стали живыми классиками. Студентам и преподавателям музыкального училища крупно повезло, что им удалось воочию увидеть и услышать, а главное – получить ценные советы и наставления от самого профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Фридриха Липса, которого с нетерпением ждут и ценят во всем мире и готовы заплатить любые деньги, лишь бы пообщаться с ним. А якутским студентам мастер-класс был организован абсолютно бесплатно. Сусанна Рожина, Джилус Иннокентьев, Якутск. Мы переходим к новостям спорта. В Самаре завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. Капитан якутской сборной Василий Егоров завоевал на главном турнире страны серебряную медаль в весовой категории до 52 килограммов. Сегодня сборная республики вернулась на родину в аэропорту наших боксеров. Встречает и мой коллега Александр Хавренко. Александр, я тебя приветствую и передаю тебе слово. Да, приветствую, Настя. Мы стоим в аэропорту Якутска, где буквально несколько минут назад приземлился самолет, который привез нашего героя, привез Василия Егорова, серебряного призера чемпионата России по боксу. Вот Василий рядом с нами. Василий, ну как настроение, как ощущение от чемпионата? Ну, настроение достаточно бодрое. Конечно же, хотел завоевать золото, но немного не хватило, но все равно это для меня очень большой опыт, потому что на 52 килограмма я на чемпионате России боксировал первый раз. Будем работать, потому что дорога еще тут не заканчивается. Впереди у нас будут сборы. Сначала будет в Киргизии, потом в феврале будут уже контрольные спарринги. По итогам этих спаррингов будет уже определяться состав уже на поездку на олимпийский турнир, который будет состоится который в марте месяце в Лондоне. Вот. Но серебряная медаль не сбила твой настрой на дальнейшую борьбу? Нет, не сбила ни в коем случае, потому что серебро немного не хватило. Это для меня еще большая мотивация.
чтобы тренировать еще усерднее. Будем работать вот с моим личным тренером, вот, заслуженным тренером России Спаховым Артуром Миникенчем над нашими ошибками. Будем исправлять и будем уже на следующих боях уже еще лучше подготовленным. И будем стараться завоевывать золотые медали для нашей Якутии, для нашего народа Саха. Артур Никитич, как вы оцениваете выступление Василия, вообще выступление сборной? Ну, как сказать, в этой весовой категории это официальный турнир и очень определяющий, потому что предолимпийский год. И Василий, мой подопечный, провел 5 боев. И главный тренер распределил всех лидеров до полуфинала. И они все лидеры дошли до полуфинала. И в полуфинале Вася убедительно выиграл основного конкурента Вадима Кудрякова Крым. И потом в финале вот чуть-чуть проиграли. Вот, по моим посмотрениям, вот первый раунд чуть-чуть проиграл. Вот этот решил исход боя. А второй, третий нормальный был, выигрышные были. И концовка чуть-чуть там, доли секунды. Бокс решает доли секунды, и тут как-то доли секунды застоял, и вот судьи. И вот чемпионат Самары, который прошел, он меня как тренер очень удивил. Там и судья все какой-то такой непонятный, потому что вот иностранные судьи дали Васе, а российские против дали. Это тоже бокс. Этот чемпионат очень удивил всех тренеров. Не только меня, и российских тренеров удивил. Ну, потом они могут делать анализ, потом выводы. Большое спасибо, Артур Никитич. Ну вот мы поговорили с нашими героями. Ну что, остается пожелать и Василию, и Артуру Никитичу успехов, отличной подготовки к следующим турнирам. И все-таки мы надеемся, что Вася поедет на Олимпиаду. Настя? Александр, большое спасибо, но мы тоже уверены, что победа Василия Егорова еще впереди. А я напомню, что на прямой связи со студией был мой коллега Александр Хавренко. Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Люксембурга в заключительном турнире отборочного турнира чемпионата Европы и вышла в финальную часть турнира. Подробнее расскажет мой коллега Власий Сергеев. Власий, я тебя приветствую. А с каким счетом победили португальцы и каково положение их теперь в турнирной таблице? Анастасия, здравствуй. Португальские футболисты одержали победу со счетом 2-0. Вот по итогам отборочного турнира они заняли 2-е место в своей группе, отстав от команды Украины на 3 очка. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Футболисты сборной Португалии выиграли у команды Люксембурга в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 2-0. Авторами забитых мячей стали Бруно Фернандеш и Криштиану Роналду. Для форварда этот гол стал 99-м в составе сборной. Благодаря этой победе португальцы набрали 17 очков и финишировали на 2-й позиции в группе «Б», позволяющей принять участие в финальной части турнира. На лидирующей строке отборочный этап завершила команда Украины, в активе которой 20 пунктов. А вот результаты других встреч игрового дня отборочного турнира. Сборная Украины на выезде со счетом 2-2 сыграла в ничью с командой Сербии. Англия в гостях отправила 4 безответных мяча в ворота Косово. Болгария дома со счетом 1-0 обыграла Чехию. Молдова на своем поле уступила Исландии 1-2. Турция нанесла гостевое поражение Андорре 2-0. И Франция с аналогичным счетом также на выезде одержала победу над сборной Албании. Воспитанник якутской школы футбола Артем Соколов, ныне выступающий за московское Чертаново в юношеской лиге России, дебютировал в основной команде клуба. Случилось это в 24-м туре футбольной национальной лиги, в рамках которого столичный коллектив встречался с подмосковными «Химками». Соколов провел на поле 10 минут, выйдя на замену под занавес матча. В текущем сезоне ЮФЛ в активе 16-летнего полузащитника 5 голов и 3 ассиста в 11 встречах. Его Чертаново занимает первое место в таблице лиги, опережая ближайшего преследователя на 7 очков. В составе юношеской сборной России якутянин в 2019 году принял участие в 12 матчах, в которых отличился 6 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
Футболисты якутской команды «Виктория» стали победителями первенства Дальневосточного федерального округа по мини-футболу среди команд 2006 года рождения. В финальном матче якутяне со счетом 4-2 выиграли у «Динамо» из Камчатки. На третью ступень пьедестала взошли футболисты клуба «Манчары» из Мегино-Кангаласского Улуса. В бронзовом финале они со счетом 4-2 переиграли сверстников из детско-юношеской спортивной школы номер 4 города Якутска. Среди игроков 2009 года рождения титул чемпиона завоевала команда «Бампер» из Камчатки. На втором месте соревнования завершили представители якутской ДЮСШ номер 4. Ну а тройку лидеров замкнули футболисты Мархинского «Пульса». Победители турнира представят округ на первенстве страны, который пройдет весной следующего года. Сборная Северо-Восточного федерального университета по мини-футболу завоевала Кубок Министерства по физической культуре и спорту среди молодежных команд. В финале турнира студенты одержали победу над сборной города Якутска со счетом 7-3. В составе СВФУ дубли оформили Александр Наговицын и Вадим Мохов. По одному взятию ворот провели Рустам Пудов, Альберт Цыпандин и Авсентий Филиппов. У проигравших отличились Никита Чулков, Павел Хакимов и Артур Безуглый. Бронзовые медали турнира завоевали игроки Нюрбинского Улуса, обыгравшие в малом финале представителей Мегино-Кангаласского Улуса. Женская сборная России по баскетболу победила команду Эстонии во втором матче отборочного турнира чемпионата Европы. Встреча прошла в Таллине и завершилась со счетом 96-66. Самым результативным игроком матча стала центровая российской команды Мария Вадеева, набравшая 17 очков. У сборной Эстонии самой точной была центровая Кадри Энлас. На ее счету 15 баллов. Для россиянок эта победа стала первой в отборочном турнире. Ранее в первой игре они уступили боснийкам. Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы. Также в ее активе 3 серебряные и 2 бронзовые медали турнира. Грег Стефанос Циципас выиграл у австрийца Доминика Тима в официальном матче, финальном матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Турнир прошел в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 6-7, 6-2, 7-6 в пользу 21-летнего грека. Спортсмены встречались между собой 7-й раз. Для Циципаса эта победа стала 3-й в очном противостоянии. В рейтинге ATP он идет 6-м, имея в активе 4 победы на турнирах Ассоциации. На турнирах серии «Большого шлема» лучшим результатом грека является выход в полуфинал открытого чемпионата Австралии в 2019 году. Якутянин Игнат Чамчоев занял 32-е место на 5-м международном турнире по кроссфиту Siberian Showdown. Соревнования прошли в Новосибирске. Чамчоев, успешно преодолев отборочный этап, выступил в финальной части в престижной категории «Элит», где ему конкуренцию составили 38 ведущих атлетов России и стран зарубежья. Это не первые международные соревнования для якутского спортсмена. В прошлом году якутянин принял участие в CrossFit Open, по итогам которого вошел в топ-45 сильнейших кроссфит-атлетов стран СНГ. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Анастасия, вам слово. Власий, спасибо большое. Я напомню, о последних новостях в мире спорта нам рассказал Власий Сергеев. Волшебные фонари в виде морских животных засияли в ботаническом саду Парижа. Их создали китайские мастера. Идея организаторов шоу, которое проводится не первый год, привлечь внимание к проблемам, угрожающим Мировому океану и его обитателям, рассказывает Сергей Берец. В этом году тема светового шоу в ботаническом саду Парижа – защита Мирового океана от рукотворного загрязнения и изменений климата. Огромные фонари, изображающие обитателей морских глубин и животных, населяющих поверхность воды и прибрежные территории, достигают 30 метров в длину и 10 в высоту. Их изготовили китайские мастера. Программа представления включает 50 сцен с участием тропических рыб, загадочных существ, скрывающихся в пучине, и фауны полярных областей Земли. По словам директора Музея природоведения, частью которого является ботанический сад Брюно Давида, организаторы стремились не только поразить и развлечь публику, но и преследовали образовательные цели. Они хотят объяснить взрослым и детям, какой ущерб экосистеме океана наносит деятельность человека и что нужно делать ради сохранения красоты природы. Мы должны осознать проблему избыточного рыболовства, из-за чего в океане остается все меньше рыбы. Мы понимаем, какое количество пластика попадает в воду с суши. Мы также должны представлять, что как бы ни был огромен океан, у него тоже есть свои пределы, и поведение населения в глобальном масштабе тоже угрожает океану. Идея защиты и сохранения всех форм жизни близка посетительнице Мишель Ленуар.
Увиденное погрузило Синди Лим и Гийома Валана в мечтательное и поэтическое настроение. Первый сеанс светового спектакля в Ботаническом саду в 18 часов, последний в 21:30. Цена взрослого билета 15 евро, для детей от 3 до 13 лет 12 евро. Семья из 4 человек заплатит 48. Иллюминация продлится весь праздничный сезон до 19 января будущего года, кроме 24 и 31 декабря 2019. И в завершении выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане минус 27 градусов по Цельсию, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. В Ленске еще холоднее, 20 градусов ниже нуля, скорость ветра 2 метра в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты и вовсе минус 31, ветер 3 метра в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба. А за окнами жителей Нерюнгри столбик термометра остановился на отметке минус 26, ветер в порывах до 4 метров в секунду. В Якутске прямо сейчас 22 градуса со знаком минус, ветер 2 метра в секунду, давление 761 миллиметр ртутного столба. К этой минуте у меня пока вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Спасибо за внимание и не переключайтесь.